Раенков. В сентябре прошлого года он вышел из своего общежития в Могилевской области и пропал. Эта история тоже уже звучала во время одного из наших телемостов. Но нам кажется правильным, чтобы ее увидели все наши зрители. Смотрите. Сыночек, родной, любимый, я очень прошу тебя, вернись домой. Я просто не представляю жизнь без тебя. Я каждое утро отхожу фотографии, обнимаю, прикладываю к сердцу и молю Бога, чтобы ты вернулся домой. Вот куда мог деться человек, который вышел из общежития и пропал? Мы можем надеяться только на отклики нормальных, отзывчивых людей, которые могут по фотографии узнать. И вот представьте, именно в этом случае раздался у нас в редакции как раз такой звонок. Звонок был, знаете откуда? Из Чечни. Посмотрите. С напарником выехали на административный участок, и при обходе административного участка вдоль трассы шел незнакомый мужчина, одет был явно не по сезону, неопрятного вида, на ногах были резиновые шлепанцы. Заметив этого гражданина, мы остановились и вот вылезли из машины и подошли к нему. Документов, естественно, не оказалось. На вопрос, откуда он, куда идет, был ответ невнятный. Этот день я дежурил в отделе. Со мной связались наши патрульные и объяснили, что задержан человек без документов. Его доставили ко мне. Павел рассказал, что он родом из Белоруссии, там его мама и братья. С его слов, как говорится, он поругался с отцом, и он решил уйти из дома. Ну, причина была, в жизни не складывалась моя жизнь. Ну, я долго говорил, что все, я ухожу из семьи. Вот год назад я уехал из Витебска. Я выехал в Волгоград прямым поездом. Потом пересел на Волгоград-Астрахань и попал в Астрахань. В Астрахани вот я думал, какую-нибудь работу найду в самом городе, но ничего не нашел. И я, наверное, 3-4 бродил по Астрахани. И потом пошел в степь и попал на животноводческую точку. Ну вот там попадаться какой-нибудь баранов, коров пасут. Вот я где-то месяцев 8 пас коров, баранов там в разных местах. И потом он попал в Чечню. Я даже не знаю точно, где граница начинается. Здесь его язык нет, и Чечня. Я спросил у него, почему именно в Чечню. Ну, на юг его потянуло. Говорит, здесь теплее. Ну, так как одежда на нем была не очень хорошая, я взял из дому все, что у меня, вот, можно носить все, что у меня было, обул, одел, как говорится, привез